Полный цикл обработки, основная весовая группа, ствол полированный, чищенный, заредукторный, стальной. Ребята, привет! Ну что же, этим видео я продолжаю показывать вам то, как я улучшаю свою винтовку к 2026 соревновательному сезону. Если помните предыдущие видео данной тематики, я занимался тем, что искал, каким же образом мне убрать лишнюю вибрацию в огромном заредукторном объеме обновленной винтовки, для того, чтобы уменьшить паразитные колебания ствола. И вариант с карбоновой вставкой меня в целом устроил, но я решил пойти дальше. Я использовал стальную вставку, что, на мой взгляд, позволило мне добиться, первое, уменьшения вибраций, и второе, получить существенно более высокий результат. О чем я хотел сказать отдельно. Никогда не останавливайтесь в своих экспериментах. Если вы что-то запланировали, это необходимо сделать до конца. Сейчас вы наблюдаете видео, где, очевидно, пули летят недостаточно хорошо. И, как правило, сделав 10 выстрелов, увидев такую кучность боя, я эксперимент останавливал. И это, безусловно, была моя ошибка. Здесь я решил пойти, как говорится, до конца. У меня было 100 пуль из обновленного свинцового сплава, из которого была изготовлена проволока. Первые 20 пуль мне не понравились, да, то есть первые две группы по 10 выстрелов полетели посредственно. Но далее начали происходить очень интересные изменения после того, как ствол освинцевался, а данному стволу требуется большее время на свинцовку, как я установил, и этим составом свинца в том числе. Далее кучность боя стала просто потрясающей, на мой взгляд, особенно для холодных условий. Было, если я не ошибаюсь, 7 градусов тепла. И после того, как я уже отстрелял 6 групп по 10 выстрелов, я отстрелял зачетный матч, в котором мне удалось побить свой собственный лучший результат и выбить 243 очка. Это абсолютно мой лучший результат, и, насколько мне известно, лучший результат пулей типа Диабола, зафиксированный под видеозапись. Я, безусловно, остался этим очень доволен и продолжаю двигаться далее для еще большего улучшения результатов. Как вы видите, количество спиралей у пуль из данного свинцового сплава существенно меньше, чем было ранее. Это не может меня не радовать. Кучность боя, начиная с третьей уже группы, да, то есть с 21 выстрела, стала, на мой взгляд, существенно лучше. Ну и, конечно, финальный отстрел, безусловно, не мог не порадовать. Давайте посмотрим все это дело в замедленном, для того, чтобы можно было проанализировать, какие микродефекты полета пули мы имеем, и постараться понять, с чем это может быть связано. Также в самом конце я покажу вам баллистические данные и то, насколько загрязнился ствол за сделанные мной 100 выстрелов. И, конечно, вишенка на торте — это 20 выстрелов в пристрелочную мишень в зачетном матче. Группа просто потрясающая.
Летит куда надо? Да нету слова. И это 105 выстрелов после чистки. Я просто не видел такого ни разу. Лихо. Такого я не видел. Там по ветру были ошибки, но там, где я стрелял на очки, мишень, там 20 выстрелов. Вот так вот.